Земледельцам приходится выдерживать сразу два удара. В 2014 году Россия ввела продуктовое эмбарго против ЕС, а для Литвы российский рынок был основным. Ну а год назад уже в ЕС истек срок работы системы молочных квот, который действовал еще с 1984 года. В результате на рынке оказался переизбыток молочных продуктов, производство молока стало ниже себестоимости, а фермеры вынуждены даже избавляться от скота. Больше продают или режут на мясо, потому что не выживает то, что платят деньги им переработчики, этих денег мало. Несмотря на огромный переизбыток на рынке, упавшие закупочные цены, молочные продукты в магазинах за все это время дешевле не стали. А значит, уверены фермеры, налицо сговор переработчиков и продавцов. Из-за этого земледельцы сегодня и вышли на улицы и в первую очередь критиковали сельскохозяйственную политику властей. Эта политика полностью уничтожает деревню, полностью уничтожает деревенское население и не дает никакой возможности выжить людям сегодня. Если эти фермеры не будут дальше заниматься молочным сектором, то, конечно, эти заводы, которые стоят в Литве, они через 2-3 года тоже исчезнут. Тогда сколько народа будет на улице, просто не будет работы. В свою очередь, литовские власти уверяют, что делают все возможное. Уже временно введены минимальные закупочные цены. ЕС выделяет финансовую помощь фермерам, но главное ожидается в будущем – замена России на другие рынки. В том числе и по этому вопросу на прошлой неделе премьер Литвы отправился в Китай. Во время последнего дня моего визита глава ветеринарной службы Китая информировал меня, что решение о сертификатах на молочные продукты уже принято. Документы будут подготовлены уже на следующей неделе. Китай открывает нам двери на свой огромный рынок. Это большая удача, и надеюсь, что производители и экспортеры воспользуются такой огромной возможностью. О разрешении на экспорт в Китай договаривались почти 2 года. Помимо этого, уже тестовые поставки не только молочных продуктов, но и мясных отправляют на рынки Северной и Южной Америки, в Центральную и Среднюю Азию. Для этого в Литве уже узаконили ритуальный забой скота, специально для экспорта в арабский мир. Денис Тарасенко, «Настоящее время», Литва, Вильнюс.